Yamaha Центр предлагает полную гамму продукции для спорта, активного отдыха и работы: снегоходы, мотовездеходы, гидроциклы, лодочные моторы, мотоциклы, скутеры, генераторы, а также запасные части и аксессуары. Мы рады видеть вас по адресу Чернышевского, 95/2. Минута. Мы стартанули, объектив уже забрызган грязью. Только что мы хотели взять 66-ю точку, но это для нашего автомобиля нереально. Чуть подгазуй. Газуй, газуй. Ща, пройдет. Ты на передачу поставил? Красава. Левее, левее держи. Че, тянешь? Бегом. На нейтралку поставь, на этот. Кубики горят, кстати. Что у нас произошло? Большая поломка на этой точке. Очень часто использую лебедку. Пробила на вот этот контакт, замкнула. В общем, пошел дым, но сейчас все нормально. Главное, остыло, чтобы ей нужно изолировать вот этот контакт. Ну, я надеюсь, все заработает, и мы поедем дальше. Время сколько уже? Скоро садится солнце. Мы столкнулись с проблемой. Уже несколько километров идем по непролазной чаще. Здесь деревья справа, болото слева. У нас не работает лебедка. Слава богу, с нами два джимника, которые тоже прорываются на заимку. Это следующая точка. Это жесть. Доедем обязательно. Но она, наверное, такая же, как мы вот здесь ехали. Да, она, как мы везде там ехали. Она такая как же. вас вытащили, и так везде так и идет.
самый вот этот участок. Я же говорил, вот она сужается, когда будем. Каких-то 100 метров. 100, Иногда эти 100 200. метров по 5 часов можно сидеть. А знаете, дорогие друзья, несмотря на то, что у нас сломалась лебедка, и мы в какой-то момент даже почувствовали, что мы обуза для двух джимников, которые всегда ходят в команде, тем не менее, SAS Планета на планшете, то есть вот этот снимки Google Maps, они просто нам помогли повернуть в правильную дорогу, хоть мы немного и плутали, но тем не менее, я надеюсь, что мы близки к финишу. Хочешь ее так в общем поправить? Уже хоть как-нибудь. Ребята сломали, погнули рулевую рейку на джимнике. Сейчас все управляет. Мы пока тоже, пользуясь моментом, что мы выехали на полянку, сейчас делаем небольшой технический осмотр автомобиля. Есть бензин у вас? Есть. Заначка там или что-нибудь? Есть. А? Есть. У вас самим хватит? Ну, давайте зальем половину. 10 литров зальем тебе. Да. Так, ситуация на данный момент не очень хорошая. Во-первых, хотелось бы поблагодарить ребят с Ледовицы, два джимника, которые работают группой. Они нам здорово помогли. Сейчас мы в процессе соревнований оказались без лебедки. У нас отказался работать передний привод. В общем, мы сейчас только на заднем мосту, он нас ведет вперед. В такую чачу мы попали. Сейчас будем вытаскиваться вот с помощью хайджека. Итак, мы сейчас поместили сентрек под левое заднее колесо. Оно у нас одно из двух ведущих. И хотелось бы отметить, что самое главное при работе с хайджеком, это, особенно когда его опускаете, нельзя ставить пальцы здесь, нельзя, чтобы лицо было с этой стороны, да. То есть у него очень большая отдача идет во время спуска. Николай это сегодня ощутил пальцами правой, да? Ага. Правой руки. Ну, с пальцами все нормально, да? Все, живые, рабочие. Все нормально. Так, теперь вытащить хайджек. Ага. Все, да? Да. Да блин. Копает. Стой. Знаете, в такие моменты становишься суеверным. Когда мы снимали на камеру, у нас не получалось выехать. Мы выехали. Но впереди еще много километров пути. Мы это сделаем. Обязательно. Итак, уже 9:30 утра следующего дня. Мы переночевали около дороги. Ночью ехали, проламывались, приехали вот. Ну, с виду не такая уж, конечно, грязь, но если у вас нет передка, то это достаточно тяжелое препятствие. Сейчас собираемся смотреть лебедку, может быть, хотя бы ее получится починить. Попытаемся подключить ее напрямую. Все понятно, так делать нельзя. Что-то стукнуло в районе лебедки. Короче, так делать не будем. Машина даже чуть не заглохла. Оставим все как есть. Будем ждать эвакуации. У нас, кстати, помимо всего прочего, то, что у нас передок не работает, это ерунда. То, что лебедка отказала, тоже ерунда. Из-за того, что бензин заканчивается, мы решили сэкономить бензин. И когда стало тепло, заглушили машину и не смогли ее завести. Потому что сел аккумулятор. Так, ну мы идем, ищем связь. Пока ее нет. Мы слышим какие-то звуки. Привет. Случилось чудо. Мы ходили, искали сотовую связь
По дороге встретили Дмитрия Хватова, он привез бензин. Ну а пришли, видимо, аккумулятор отдохнул, немножко накопил энергии, и с первого раза машина завелась. Сейчас немножко зарядимся и поедем дальше. И снова мы в пути, осталось 5 километров до финиша. Вчерашние события нас немножко осуеверили, то есть мы не снимали, как мы пробирались сейчас по дорогам. Но тьфу-тьфу, нигде не застряли. Вот и обещанная помощь. Приехал хищник. Настоящий Нива. На переделанной подвеске. Теперь наша очередь. Итак, осенний кубок по трофи-рейдам подошел к концу. Не считая небольших поломок, которые мы пережили во время соревнований, конечно же, несоизмерим с теми впечатлениями, которые были получены. Ну и, конечно, дорогие зрители, если вам понравилось, если вы чувствуете, что это ваше, приходите, принимайте участие, участвуйте в соревнованиях, потому что это незабываемые впечатления. Оставайтесь с нами. Ситка. Зима близко. Баянай-центр. Автодорожная 14А.